Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: с кем сведет вас судьба. Давайте посмотрим до конца месяца. Вот с кем сведет, с кем будет встреча, знакомство, с кем пересечетесь. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, какая рыбка! Красота! А вот тут смотрите, видите? Люди под крышей в домике. Единичка. Тот самый, один единственный. Мои дорогие, отсыпка общая, да, вы все разные. Но кто-то из вас до конца этого месяца по воле судьбы сойдется с тем, кто для вас тот самый единственный. Как-то милый, любимый, единственный, ты половинка моя, да? Кто пел, кто помнит. Мне вот слова в голове крутятся, а кто пел, не могу вспомнить. Ну, какая-то песня, какая-то девушка пела. Видите, под крышей, крыша. Но это ваше будущее отношения. Вы не только сойдетесь, но и построите семью. Шикарно. Вы для человека, с кем вы сойдетесь, тоже будете одной единственной навсегда. И человек для вас будет одним единственным навсегда. Вот эта крыша — это ваше будущее и также защита от высших сил для вас, для вашей любви, для ваших прекрасных отношений. Возможно, вы уже знаете этого человека, но в силу обстоятельств вы не могли быть вместе. Может быть, он был в разъездах, может, вы где-то в другом месте находитесь. А может быть, у вас, да, знакомство именно с тем самым произойдет. Ну вот четко, да? Вы для этого человека единичка, человек для вас единичка. И крыша, общая крыша. Так, вот тут рыбка. Видите, вот четко хвостик, вот ее тельце, ну голова, тельце, да, вот он хвостик. Рыбка у нас же и про любовь, и про деньги. Два в одном, да? Эти энергетики, энергия денег и энергия любви, они очень-очень похожи. Вообще их называют две сестренки, да? Они либо парой ходят, либо одна за другой приходят. То есть, когда человек любит и любим, у людей на почве этой светлой позитивной энергии любви и денежная энергия подтягивается. Либо наоборот, вот человек успешен, у него есть денежка, все есть, он резонирует эту успешную энергетику, и к нему подтягивается энергия любви. Смотрите, крест, да? Человек, который сыграет в вашей жизни судьбоносную роль. Допустим, у кого-то из вас, вот как я говорила, да, отыграется встреча с тем, с кем у вас будет вот прям самая светлая, самая неземная любовь. А у кого-то отыграется, что вы встретите кого-то, это не обязательно будет мужчина, это может быть и женщина, кто поможет вам, либо научит вас, либо поверит в вас, да, и вы сможете зарабатывать большие деньги. Допустим, вы встретите достойного работодателя. Еще раз говорю, это может быть как мужчина, так и женщина. Человек ключевую роль сыграет в вашей жизни и судьбе. Через этого человека к вам будет приходить вот эта огромная рыбка. Рыбка, благодаря которой вы действительно сможете расправить плечи, чувствовать себя хорошо и комфортно и проживать свою самую лучшую жизнь. А у кого-то, да, встретите по судьбе человека, с кем у вас начнется любовь, счастье, и вот дойдете до момента, когда вы под одной крышей находитесь. Человек слева идет, то есть даже если вы уже знакомы, вы этого человека не подозреваете. А если не знакомы, то понятно, скорее всего, не ждете, либо не верите, может быть, очень разочарованы. Прошлое, да, свое никак отпустить не можете. Ну вот слева идет, крест несет, и рыбка плывет. Очень классный знак. Дальше, мои хорошие, показывают, что вы с каким-то зеркалом столкнетесь. Зеркало.
Но зеркало не в прямом понимании слова, а вот какое-то, знаете, как кривое зеркало, что-то вот в таком плане. То есть, возможно, вы на себе уже как-то точку поставили, считаете, что ох, я не так выгляжу, не так, не в том возрасте, да, какие-то такие вещи. Возможно, вы встретите женщину, там, кто постарше, чем вы, причем так конкретно постарше, и выглядит, понятно, что своему возрасту соответствует. И эта женщина буквально поразит вас своей легкостью, своей беззаботностью. Там, она вам расскажет свою историю любви, как, будучи уже там, в определенном возрастном рубеже, она встретила прекрасного человека, как у них там все замечательно, шоколадно-мармеладно, какие они счастливые, как они там на 7-м небе расслабляются и отдыхают в объятиях друг друга. И вы скажете, блин, а почему я на себе эту точку поставила, да, зачем я этот крестик нарисовала? Да у меня же еще столько времени впереди, да я же могу еще там и родить, и замуж выйти, и ну прям наслаждаться любовью. А может, вы встретите женщину, допустим, которая младше вас по возрасту, но выглядит как старушка. Старушка, которая потеряла веру, надежду, ну, все на свете потеряла, да, вы посмотрите и скажете, блин, ну как так, да, я по сравнению с ней как девочка, а она прям старуха. И поймете, что человек сам себя в этом убедил, и вам так станет не по себе, и вы скажете, нет, я не такая. Я не буду на себе крест ставить, я не буду точки рисовать, я буду жить. Буду жить для того, чтобы быть счастливой. Здесь вот конкретно встреча, которая буквально проявляет скрытые паттерны, которая обличит, да, вот что вы там заблуждались, либо вы там от счастья отказались, хотя еще можете быть очень и очень счастливой. Если честно, вы этой женщине даже будете по-своему благодарны за то, что она поделилась своей историей, за то, что она показала вам, что такое жизнь, когда ты отчаялся, либо поставил на себе эту точку. То есть ее опыт, будь то позитивный опыт, либо негативный опыт, для вас будет очень полезен. Полезен для того, чтобы вы приняли какие-то серьезные решения, для того, чтобы вы могли свою жизнь развернуть под другим углом, да, чтобы не к закату шли, а наоборот к рассвету. То есть такой сильный прям знак показан. Зеркало, кривое зеркало вообще мне идет. Зеркало, которое все показывает как есть, помогает вам увидеть то, чего раньше не замечали. Либо помогает увидеть то, что уже не ждали увидеть. Вот как-то так мне идет. Так, давайте еще вернемся к этому человеку, который вот крест несет. Я хочу на картах его просмотреть. Давайте просмотрим, если это будет тот самый единственный, половинка. Кто же пел? Кто пел? Такая прям песня душещипательная была. Милый, любимый, единственный. Да, вот прям как-то она проговаривала это. Ах, не помню, кто пел. Я вообще такую музыку не очень люблю, но вот прям ее крутили по всем этим самым площадкам. И хочешь не хочешь, запомнилось, да? Так, ну что? Я же сказала, что крест. Крест, он и на песке крест, и в картах крест, тут как ни крути. Да, человек, который полностью изменит вашу жизнь. Корабль — это и мечты, и новое направление, и найти свой путь, найти свое счастье. Еще вот как-то, знаете, все будет по закону, все будет правильно, без всякого там обмана, да, если отношения, то брачные отношения, если это работа, то по договору работа, да, не просто так, на честном слове. И смотрите, вот человек по судьбою данный, который в нежных руках которого вы зацветете, жизнь ваша превратится в сказку, найдете правильный путь, все будет честно по закону. И человек очень мудрый, знающий, знаете, не вот это аля-улю, какой-то молочек, да, еще молоко не обсохло на губах, а именно конкретный серьезный человек с очень чистой, открытой душой. И вот отношения очень счастливые. Я вам говорила про крышу. Видите, вот она крыша, дом. Вот, кстати, похоже, видите, вот такой уголочек, и здесь такой же уголочек прорисован. С этим человеком будет счастливая семья, счастливый дом. Возможно, вы
сойдетесь сейчас, как общий дом, законные отношения у вас будут чуть попозже, да. Возможно, вы познакомитесь сейчас, а в отношения войдете там через пару месяцев. То есть такое тоже может быть. Это не значит, что до конца месяца вот вы прям встретились, влюбились и сразу же поженились. И все это сделали сейчас, в этом месяце. Нет, это как бы нереально. Хотя, кто вас знает, да, может, вы там прям кровь горячая, что время тянуть, пошли сразу, да, все сделаем. Но у кого-то отыграется, как я говорила, да, человек, который по судьбе меняет вашу жизнь, открывает вам новые дороги. Благодаря этому человеку начнут исполняться ваши мечты. И если это работа, то по какому-то конкретному договору, все честно. Вы на этой работе не только денег заработаете, но и обретете очень классный и ценный опыт. И благодаря этой работе вы либо можете приобрести себе жилье, сможете приобрести, либо вы какой-то супер ремонт сделаете в своем доме, либо обеспечите не только себя жильем, но и, например, своих деток, да, если они у вас есть. Здорово, что сказать, здорово. Человек по судьбе. Тут крест и там был крест. И у человека такая прям чистая, детская, невинная душа, да, потому что карты ребенка показали. А это прям очень серьезная характеристика. В позитиве карта ребенок говорит о том, что на человеке нет никакой ни тени, ни плетения, ни греха, ни злого умысла. Открытый человек, кристальной души человек. Так, а давайте еще посмотрим, как у вас будет складываться. Да, вот как вы поймете, что это тот человек. Либо, может, вам знак какой-то будет, либо что-то еще. Но вот как вы поймете? Вот опять этот человек выходит. Нет, ну вы точно поймете, потому что таких людей в вашей жизни еще не было. Не было. К вам так еще никто не относился с каким-то прям уважением, почтением. Даже как-то, знаете, немножко формально, мне идет, да, официально, формально, но опять же, потому что человек вас уважает. Там нет какого-то понебратства, что типа, а-ля улю, да, все типа порешали. Нет, вот вы поймете, как сердцем почувствуете, что это именно он, либо это именно она, да, потому что я говорила, если в деловом формате, это может быть даже женщина. Кстати, может, ко мне мужчина вообще зашел на отсыпку, хочет посмотреть, что у него случится до конца месяца, да, с кем судьба сведет. Да, кстати, мужчины иногда смотрят. Редко, конечно, но иногда бывают. Ну, вы герои, вы молодцы, вы хотите знать свое будущее. Смотрите, вы сердцем почувствуете, там не узнать будет невозможно, таких людей еще не было в вашей жизни. И вот кто-то из ваших родных и близких людей тоже может почувствовать, либо человек так и скажет, что очень интересный твой новый знакомый, либо новая знакомая, может даже присниться, да, и прям будут рекомендовать вам общаться, встречаться, либо иметь дела. Ну, не пропустите. Не будет такого, что вы пропустили. Вы отказались, вы пропустили. Нет, такого точно не будет. Здесь вот прям по судьбе все идет четко, как по прописанному такому четкому прорисованному плану. Так, еще судьба. Но тут не сведет, тут скорее всего отведет. Потому что с левой стороны, потому что люди отталкиваются друг от друга. Возможно, в вашем окружении есть очень токсичный человек. Человек, который до поры до времени скрывает свою истинную суть. Человек может прикидываться такой, знаете, белой пушистой овечкой, но на самом деле быть страшным серым волком. Да? Волк в овечьей шкуре. И, ну, наверное, не в ваших правилах в ком-то сомневаться, либо с кем-то ругаться, выяснять отношения, под кого-то копать, да, скорее всего, вы этим не занимаетесь и заниматься не будете. Судьба это прекрасно знает. Судьба знает, что если ничего не предпринять, то эта милая овечка с вот такими зубами, да, может вас целиком проглотить. И судьба действует на опережение, и судьба отталкивает вас друг от друга. Любая может быть причина, абсолютно любая. Начиная от того, что там по какой-то мелочи не найдете общего понимания и рассоритесь в пух и прах, заканчивая тем, что вас куда-то в другую сторону уведут по какой-то нужде и необходимости,
Либо человека выведут просто буквально под руки из вашей жизни, тоже по какой-то нужде, необходимости, там форс-мажору, что угодно может быть. И я вижу, что вам даже будет немножечко непонятно, обидно и горько, да, что вот так случилось. Но на самом деле вам нужно будет, наоборот, порадоваться, потому что человек стопроцентный токсик, и еще и вот волк в овечьей шкуре. Проглотил бы вас этот человек, проглотил. Тут не обязательно про личное, хотя может быть у кого-то и личное, может вы сейчас с кем-то общаетесь, встречаетесь, потом этот человек просто там либо разругается с вами, либо куда-то пропадет. А может быть это и не личное, может это дружеское. То есть вы дружите, общаетесь, а потом в один момент вот такое произойдет. Ну, будет обидно за потраченное время, человека, может быть, будет жалко. Но с другой стороны, все, что не делается, все делается к лучшему. Я вижу человека перед собой очень опасного, человека, который мастерски втерся к вам в доверие. Человек, который мог бы в будущем стать причиной ваших бед, проблем, каких-то несчастных случаев, да, таких вот прям, не хочется, конечно, про это говорить, но тем не менее, да, могло бы что-то случиться прям совсем непоправимое и абсолютно нежелательное. Но судьба вас друг от друга оттолкнет. Так что еще и расставание будет, дружеское либо личное. Дальше, с правой стороны показывают, что вы с кем-то сблизитесь, но больше похоже либо на родственной почве, либо на дружеской почве. Допустим, да, у вас может быть какой-то родственник, родственница, с кем вы не так сильно близки. Либо общаетесь там от случая к случаю, то есть каких-то общих там особых дел у вас нет. Но судьба видит так, что нужно вам больше общаться, либо больше взаимодействовать, либо, может быть, человек нуждается в вашей помощи. А вы как бы идеальный кандидат, потому что вы очень добрая, вы никогда не пройдете мимо, у вас огромное доброе сердце, да, и судьба может так сделать, что вы будете больше общаться. То же самое вот в дружбе может быть, да. Человек достоин вашего внимания, человек надежный и верный друг, либо может стать надежным и верным другом. И тут судьба будет так все подстраивать, чтобы вы больше взаимодействовали, и чтобы ваша дружба, она усиливалась и укреплялась, да, то есть на благо вам двоим. То есть приятный момент. Люди были врозь, теперь они вместе. А тут наоборот, люди были вместе, потом они врозь. То есть, такую, знаете, как прополку, да, устроит судьба в вашей жизни. Ненужных людей выведет, нужных подведет. И как бы все будут довольны, все по итогу будут счастливы. Так, еще судьба сведет вас с каким-то, как специалист, наверное, какой-то, грамотный человек. Тут и голова большая, и руки, что надо, и ноги, что надо. Не знаю, какой-то специалист, профессионал в своей сфере. Это может быть и доктор, это может быть и юрист, это может быть и преподаватель, да кто угодно может быть. Мастер по ремонту, чего бы то ни было, либо установки, либо еще чего-то там. А вам этого человека настоятельно будут рекомендовать, причем рекомендовать, может быть, даже разные люди, которые, допустим, друг друга не знают, либо с друг другом не взаимодействуют. И тут вы прям скажете: ничего себе, разные люди мне про этого человека сказали. Наверное, что-то есть в этом человеке особенное, что вот все рекомендуют. И да, действительно, вы не ошибетесь. Да, могут быть какие-то маленькие сомнения не в человеке, а скорее в том, что нужно ли вам обращаться к специалисту или не нужно. Однозначно нужно, однозначно обращайтесь. Вы точно ничего не потеряете, наоборот, только лишь обретете. Вы получите квалифицированную, профессиональную консультацию, помощь, взаимодействие. Человек настолько надежный, как швейцарские часы отдыхают, просто в сторонке нервно курят. Человек, который словно ветер не бросает, человек, который дорожит своей репутацией, и человек, который владеет своим ремеслом прям на 1000 из 1000, да, вот прям 100 из 100. Очень-очень будете впечатлены. И еще я вижу, что, возможно, вы будете взаимодействовать не только до конца месяца, но и, в принципе, по жизни.
вы будете время от времени обращаться к этому человеку, либо будете сами рекомендовать этого человека тем, кто нуждается в такой профессиональной помощи. Ну, как бы вам есть на что опереться, у вас будет уже опыт, и вы можете без всякого порекомендовать этого специалиста, и будете понимать, что рекомендация была верной, и что человек не подведет. И еще, мои хорошие, у кого-то может отыграться ситуация, что человек, допустим, может за вами там как-то поухаживать, да, либо начнет вам намекать очень тонко на толстые обстоятельства. Ну, не пугайтесь этого, вы просто очень красивая женщина, молодая, красивая, эффектная, и это нормально, да, особенно если этот специалист мужчина, то, ну, по крайней мере, удочку закинет, да. Но не нагло, абсолютно нет. И если вы обозначите свою позицию, скажете, что, ну, товарищ дорогой, мне это не интересно, либо у меня уже кто-то на сердце есть, то человек там извинится, скажет, ну, я должен был попробовать, раз так, то все, я тебя больше как бы этим не буду смущать. И действительно человек сдержит свое слово. Не приставать, не навязываться, не как-то, знаете, там, что другое делать точно не будет. В принципе, адекватный, абсолютно адекватный человек. И приятное сотрудничество, да, приятное общение и позитивный результат. Это то, что вас ждет. Так, и еще судьба сведет вас. Ну, тут знаете, как показано, что кто-то в обиде живет. Вот в обиде в плане того, что, может быть, человека там кто-то притесняет, ущемляет права, либо на человека могут как-то издеваться, да. А вы сильный человек, вы несправедливость не любите, и судьба может вас свести с тем, кому нужна ваша защита, либо ваше участие. Возможно, вы будете кого-то защищать, либо участвовать в чьей-то жизни и судьбе. Смотрите, это может быть не обязательно человек, может быть, это животное. Ну, допустим, найдете там кошку, либо собачку, и прям сердце сожмется, и вы понимаете, что животное, оно, ну, если на улице останется, оно пропадет. Возможно, вы свяжетесь с какими-то волонтерами, возможно, вы на передержку животное куда-то отдадите. Может, вы поймете, что это животное, оно просто потерялось. Да, оно домашнее, но оно потерялось. То есть вы можете как распечатать эти объявления, либо дать объявления во всякие разные паблики вашего города, с тем, что вот я нашла животное. То есть вы сыграете роль в жизни животного. Животным на самом деле тяжелее, чем людям, потому что разговаривать они не умеют, у них нет денег, да, и особых даже прав нет у животных. Поэтому это очень и очень благородно. Но если это будет человек, то вы просто не сможете пройти мимо, и вы заступитесь за этого человека. Либо поможете человеку, ну, скажем так, защитить свои права, либо добиться, чтобы права этого человека были реализованы. То есть ваша доброта, она идет впереди вас. Судьба, зная, какой вы ответственный, порядочный, чистый человек, вот тех, кто в нужде, к вам подведет. Ну, потому что другие бы не стали делать, да, либо другие бы там умыли руки и ушли. Но вы же не уйдете, и вы поможете. Это точно. Сделайте очень благородное и доброе дело. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.